Да? Ну, основа любой экономики развитой страны – это малый бизнес. Там Кока-Кола или кто-то не формирует бюджет Соединенных Штатов, бюджет формирует забегаловки, магазинчики и кафешки. Потому что там и люди задействованы и работают. И у нас вроде одни из самых активных поддержки по более чем полтора десятка направлений и варианты поддержки малого бизнеса оказывало государство уже третий год, а такого развития не получало. Анализ привел к тому, что вот эти гранты бесплатные, вот эта поддержка стартапов, оно не дает результата такого, который бы хотелось, потому что люди не ценят, да, то, что вот бесплатные деньги кто-то им дает, за них не надо отчитываться. Ну, в смысле, отчитаться на бумаге можно за что угодно. Поэтому, как проверка потом использования денег показывает, да, все подготовлено, бизнес-план готовят, предоставляют, деньги получают, когда начинают проверять их расходование. На бумаге у них все красиво нарисовано, а так элементарно купили машины, поехали отдыхать куда-то, все. И поэтому мы в 2013 году эту статью подсократили до минимума, оставить минимум предприятий. Вот, допустим, за год у нас более 600 малых предприятий получил поддержку государства. Наше предложение было в десятки раз сократить, допустим, пусть лучше будет там 50 предприятий, но от этих количественных показателей переходить к качественным, ну, чтобы мы реально видели, получили и отследить, что вот здесь что-то заработало, а не то, что не получили деньги. Да, это тоже, как говорится, наши граждане и их благосостояние, если он какой-то автомобиль приобрел, это благосостояние улучшается. Но нам надо, чтобы эти деньги работали на общество. Ну, к счастью или к сожалению, жизнь у нас не всегда укладывается в, как говорится, в формулу, математические формулы, поэтому то, что экономически активное население у нас 49%, это примерно среднероссийский уровень, в среднем по России 53% населения экономически активное. У нас 49, ну, правильно вы говорите, 720, 350 тысяч. Но я бы, конечно, не стал минусовывать отсюда бюджетников, не стал минусовывать, потому что это реально работающие люди, это реально люди, которые участвуют в создании социально-экономической ситуации, которая есть, потому что они все работают, получают заработную плату, как говорится, участвуют, ну, скажем, и в товарообороте, участвуют в создании социальных условий, то есть они все платят налоги, заработные, и с физических лиц налог, и социальные фонды платят, поэтому они участвуют в формировании доходной части бюджета, и, как показывает статистика, за текущий год практически больше 40% будет, наверное, по итогам года 40-45% это доходной части бюджета, это с налог с физических лиц.